Главные события дня. В студии Султания Ситакаева. Добрый вечер. И прямо сейчас о таких событиях. Мир и взаимопонимание – главное достоинство Крыма. Глава ФАДН с официальным визитом посетил республику. Воля народная. Жители микрорайона маршала Жукова обратились в муфтиат Крыма с просьбой поменять местного имама. Образование и здравоохранение. Федеральная миграционная служба в Крыму проверяет качество предоставляемых услуг. Грязевые полосы вместо дорог, а автобусы ездят словно по американским горкам. В Строгановке люди живут без элементарных благ цивилизации. Чему быть, того не миновать. Это не просто пословица. Под таким названием в Крымско-Татарском театре прошла премьера комедийного спектакля. Угрозы межнациональным отношениям нет. Глава Крыма Сергей Аксенов провел рабочую встречу с руководителем Федеральной службы по делам национальности Игорем Бариновым. В ходе встречи было обозначено, что в республике успешно реализуется положение государственной национальной политики. На территории республики все федеральные нормы, которые содействуют развитию и укреплению нашего межнационального единства, нашей большой родины России, все действуют, работают и приносят эффект. На самом деле, наверное, последние 5 лет, после возвращения на историческую родину, более спокойной обстановки с точки зрения межнациональной и межэтнических отношений, наверное, никогда не было. Благодаря тому, что исторически Крым формировался как интернациональный, у людей присутствует достаточно большой опыт межэтнического, межкультурного общения, и это способствует тому, что люди оценивают представителей других национальностей очень позитивно, доброжелательно, и практически нет какой-то настороженности или негатива. В ходе визита в Крым руководитель Федерального агентства по делам национальности Игорь Баринов встретился и с представителями национально-культурных и общественных организаций республики. Глава ФАДН рассказал, что межнациональная ситуация в Крыму лучше, чем в других регионах России. А большое число национальностей помогает республике эффективнее развиваться. Такие данные были получены при результатах 3 соцопросов, проведенных агентством. Они показали положительную тенденцию в межнациональных отношениях в Крыму. Это очень важно, и мы видим, что с каждым годом эта ситуация улучшается. За последние год-два почти половина крымчан говорит, что мы видим улучшение во взаимоотношениях представителей разных народов. А это залог всего, залог социально-экономического успешного развития полуострова, это залог того, что люди будут себя чувствовать на полуострове комфортно и уверенно. Вне зависимости от национальности, вне зависимости от вероисповедания. На совещании помимо вопросов реализации государственной национальной политики России на территории Крыма обсудили и предстоящую годовщину Крымской весны. В этом году Крым и Севастополь будет праздновать 5-летие воссоединения с Россией. Присутствующие рассказали о подготовке к юбилею. У каждого была возможность высказать свое предложение. В этом году мероприятия будут проводить совместно с Севастополем. У нас на самом деле это большой пласт мероприятий. Мы сегодня коснемся только тех инициатив, которые фадновские, а в рамках уже оргкомитета по подготовке 5-й годовщины в обязательном порядке обсудим участие всех вас и ваших коллег в этой части. Сегодня в домах 2 участников незаконного бандформирования батальона Нумана Челебиджихана сотрудники ФСБ провели оперативно-розыскные мероприятия. Было возбуждено уголовное дело, а также установлено, что один из подозреваемых является личным охранником командира вооруженного батальона бандформирования Ленура Ислямова. Эту информацию подтвердил зам генерального директора канала АТР Айдер Муждабаев на своей странице в Фейсбуке. Обыск в домах патриотов, участников добровольческого батальона имени Нумана Челебиджихана гражданского формирования «Аскер». Это активные участники блокады Крыма. А сам Ленур Ислямов заявил о непричастности этих лиц к своим батальонам. Мнения разделились. Жители микрорайона маршала Жукова обратились к муфтиату Крыма с просьбой поменять местного имама. Люди собрали более 400 подписей. По их мнению, он не соответствует нормам традиционного мусульманского канона. В ситуации разбирался и наш корреспондент.
А ты лезешь вот сюда, ты сначала с имамом обсуди, а не лезь вот сюда. На этом видео запечатлено, как сторонники незаконного имама Абдуллы Гемиджи не пускают официального богослова провести пятничный намаз в мечети Верхнего Плато в микрорайоне Маршала Жукова. 13 января 2019 года новым и законным имамом муфтиатом Крыма был назначен Сервер Бакеев. Однако сторонники Абдуллы Гемиджи с решением официального религиозного органа не согласны. Они заблокировали проход и окружили молодого богослова. Эти люди, они всячески препятствуют мне делать свои полномочия, то есть прямые обязанности, так как считают нужным, думают, что это ихнее место, наша мечеть, говорит, мы должны здесь находиться. Наш традиционный ислам – это имамы ханафи по нашему вероучению, да, то есть поэтому они не делают по этим традициям и, соответственно, не подходят тем правилам, которые нам предлагают спокон веков наши дедушки, бабушки. Люди этого района неоднократно обращались к официальному органу Крыма с просьбой поменять имама. Более 400 людей обратились к муфтиату Крыма повлиять на эту ситуацию. По их мнению, он ведет службу, не соответствующую нормам ислама традиционного толка. Местные жители жалуются, что он регулярно оскорбляет пожилых людей и даже детей, неправильно совершает обряды и игнорирует просьбы жителей провести дуа. Мы хотим имама, назначенного с нашим муфтиатом. Он дипломированный, он закончил медресе. Нас вот эта их работа не устраивает. Давно над этим народ работает. И очень большое количество подписей они приняли. И приехал 3 дня тому назад Раймоджа, назначил нам этого муфтия. Эти освобождать не хотят. Я представитель мусульманской молодежи Крыма. Я считаю, что ислам у нас в Крыму должен быть традиционный, по нашему традиционному мазхабу, ханафи. И чтобы имама поставили от муфтиата, который бы не вводил людей в заблуждение и учил людей правильному исламу. То, что он хочет и как он хочет вести и делать эти свои законы, выполнять, у нас, у крымских татар, такого нет. Мы были бы согласны, если бы он выполнял бы все наши обычаи, как положено, там 3 дня, 7 дней, там читать все. Он это категорически не признает. Он говорит, что они мусульмане, мы нет. Это для всех единый дом. Пусть приходит кто хочет, но имам у нас теперь должен быть образованным человеком. Предприимчивые сторонники Абдуллы Гемиджи даже вызвали сотрудников правоохранительных органов к пятничному намазу, когда в официальную должность должен был вступить новый и законный имам. Пытаясь выставить себя в роли жертвы, они сбили с толку даже полицию. Однако, благодаря мудрости самих людей, которые не хотели столкновений, провокация не удалась. Асан Абибулаев, Эрвин Миралиев, телеканал Милет. Спасенные из горящих танкеров моряки останутся под наблюдением врачей до конца недели. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Республики Крым Николай Деркач. Сейчас они находятся в отделении травматологии Керченской больницы номер 1. Транспортировать их в другие медучреждения необходимости нет, отмечают специалисты. Состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное. Им оказывается квалифицированная медицинская помощь. Угрозы для жизни пострадавших нет. В Крыму проверяют качество предоставляемых услуг. По поручению главы Республики Крым в период с 15 по 31 января проводится мониторинг качества предоставляемых социально значимых и востребованных услуг для населения. Он охватывает сферы здравоохранения, муниципально-жилищно-коммунальное хозяйство, строительство, архитектуры и других направлений. Кроме этого, специалисты проверяют и доступность муниципальных услуг. Подробности в сюжете. У нас проходит акция «Мониторинг вместе». Мы предлагаем вам заполнить анкету, чтобы понять, насколько вы удовлетворены работой данной организации. Узнать, насколько люди удовлетворены качеством получаемых услуг в муниципальных учреждениях. Именно такая основная идея мониторинга. Бланк с вопросами и ручка. Людям предоставляется возможность самим оценить качество обслуживания в своем городе. Чтобы помочь людям, чтобы устранить какие-то проблемы в учреждениях, потому что очень много жалоб, и если не мы, то больше они никому это не расскажут. И мы им помогаем, мы их всех выслушиваем, потом передаем это главврачам, например, или кому-то вышестоящим органам. Эта акция охватывает все муниципальные сферы. Молодежь узнает у людей, какие существуют проблемы, какие сферы нуждаются в поддержке или улучшении. Все нормально проходит, ни задержки не идет ничего. Все вовремя делается, и небольшая очередь, времени тоже достаточно. Хорошая инициатива, узнают все, правильно интересуются, что они должны знать. Так все отлично.
Мониторинг проходит в медицинских учреждениях, в отделениях Федеральной миграционной службы и других учреждениях. Их охватывают молодые волонтеры. Работа не из легких – выслушивать мнения и жалобы, узнать о проблемах, а после записать все пожелания, чтобы в дальнейшем сервис был улучшен. Для дальнейшей работы молодежь выявила, что необходимо нам привлекаться уже с раннего возраста на улучшение качества ЖКХ и муниципальных программ. И мы хотим, чтобы у людей, которые в возрасте, которые не понимают, как вести электронную программу, как заполнять бланки, в какие кабинеты стучаться, мы им на местах помогаем для улучшения качества работы. Все анкеты с мнением людей направить специалистам, которые должны изучить проблемы и предпринять необходимые меры для их решения. Асан Абибулаев, Владислав Кравцов, телеканал Милет. Назад в 19 век жители поселка Строгановка отрезаны от цивилизации. Тут нет ни дорог, ни освещения, ни воды. В целом никакой инфраструктуры. На месте побывал и наш корреспондент Энвер Аблязис. В поселке Васиет под Симферополем люди живут словно в полевых условиях. Вместо дорог тут грязевые полосы, напоминающие очертания улиц. Для тех, кто владеет автомобилем, ситуация не такая пагубная, как для пеших граждан. А автобус тут перемещается по траектории американских горок. Впрочем, нетрудно догадаться, по каким причинам. Дороги засыпаем строительным мусором, чтобы хоть как-то просто выбраться из грязи. Машины постоянно заостреют. Я уже молчу про то, что ходовая там и тому подобное, всевозможные ремонты автомобиля. Даже проехать нереально для водовоза, который обеспечивает водой, нет возможности. Бездорожье не единственная беда поселка. Ночь тут длится дольше обычного. Фонарей нет, да и свет не во всех домах. Люди тянут провода к столбам, расположенным в сотне метров от жилья. Да что там свет, вода тут только привозная и хватает не на всех. Очень важным и принципиальным является вопрос воды, вопрос электрических коммуникаций, вопрос дорог. Ну, по воде можно сказать, что вода в данном массиве привозная. То есть на каждого человека, согласно регламенту, полагается 500 литров в неделю. Но дело в том, что в связи с определенными бюрократическими моментами эта вода в должном количестве и по должному графику не поступает именно в наш массив. Конечно, люди не раз обращались в различные инстанции, однако в этот раз чиновники решили пообщаться с жителями Строгановки на месте, так сказать, прочувствовать проблему на себе и лично озвучить сроки выполнения грядущих работ по обустройству поселка. Одна из первых задач – построить для детей школу и детский сад. С нашей стороны сейчас будет всячески оказываться содействие в части включения данных объектов как по возможности комитета по межнациональным отношениям федеральной целевой программы, либо наших коллег из Министерства образования. Поэтому мы комплексно этот вопрос будем обсуждать и в любом случае найдем возможность для того, чтобы включить строительство на данном массиве. Уже на этой неделе глава Госкомнадзора Ленур Абдураманов готов провести рабочее совещание с инициативной группой граждан. Перспектива у поселка есть. Позитивные новости также прозвучали. В ближайшие годы поселок планирует полностью газифицировать. Проекты на освещение нескольких улиц тоже готовы и, скорее всего, будут реализованы в этом году. Да и водой пообещали заняться. Но что делать с дорогами? 80% улиц дорог нету. У нас сейчас плановым графиком намечены ряд улиц, которые мы готовы в этом году, в 2019 году, отремонтировать. Не то, что отремонтировать, а хотя бы содержание. Сделать проектно-сметную документацию и сделать текущий ремонт. Содержание, ремонт. Давайте разбираться. На 45 километров дорог выделяется 1 800 000 рублей. Это при том, что капитальный ремонт 1 километра однополосной дороги стоит почти 19 миллионов. Математика проста. На эти деньги можно построить целых 100 метров на весь поселок. Ну или дыры в земле подсыпать. Энвер Аблязис, Магомед Нестуров, телеканал Милет. Один человек погиб в результате аварии на трассе Керчь-Симферополь. Столкнулись Лада Калина и БМВ. На место происшествия немедленно были направлены службы экстренного реагирования. При помощи аварийно-спасательных инструментов сотрудники МЧС деблокировали погибшего водителя из отечественного автомобиля. В причинах происшествия разбираются эксперты. Деловая игра «Ты нужен республике» между Крымским федеральным университетом имени Вернадского, Крымским инженерно-педагогическим университетом и партией «Единая Россия» подписано соглашение о проведении деловой игры. Это возможность для студентов более углубленно погрузиться в дело организации и проведения выборов. Участие примут более 30 000 студентов. Все 4 этапа в точности повторят избирательный процесс.
Это очень интересные процессы, практически перезагрузка всей системы власти и вовлечение молодежи, для того, чтобы они понимали с момента начала этого процесса до момента его завершения, прошли вместе с командой партии «Единая Россия» весь этот процесс. И, конечно, это один из способов найти себя. По итогам победителя деловой игры «Ты нужен республике» будут рекомендованы на должности помощников депутатов всех уровней. Также они смогут принимать участие в избирательных кампаниях, быть представленными в законодательных и представительных органах. Для ребят открываются инициативы поддержка власти максимальная. На мой взгляд, это огромный ресурс, их внимание власти, возможность контактировать с властью, возможность обучаться у лучших и возможность продемонстрировать то, что они хотят что-то изменить. Считаю, что инициатива очень правильная и нужная, так как и нам это вместе с тем помогает выявлять из числа наших обучающихся наиболее активных ребят, которые способны изменить нашу жизнь, безусловно, к лучшему. Поэтому убежден, что будет хороший результат. Баш Язысыны Кость Корер. В Крымско-Татарском государственном академическом театре прошла премьера комедийного музыкального спектакля. Мероприятие посетила и наш корреспондент Эльмаз Аблакимова. Чему быть, тому не миновать. Именно так переводится знаменитая крымско-татарская пословица «Баш Язысыны Кость Корер». И именно так был назван новый комедийный спектакль режиссера Эльдара Джалилова. Сигарыче! Это легкая комедия. То есть то, что нужно сейчас нашему зрителю. Что-нибудь легкое. Спектакль, весь спектакль, вся преамбула этого спектакля состоит в том, что все, что не делается, делается к лучшему. Комедия для обычного человека – это время, проведенное с удовольствием. Ведь зритель, глядя на такую постановку, отдыхает. А вот для актера этот жанр – тяжелый труд. Прочувствовать характер героя, правильно передать эмоции, а перед самой премьерой – бесконечные репетиции, бессонные ночи. Но нелегкая работа над спектаклем всегда имеет положительный отклик. Самое приятное для актера и режиссера – увидеть восторг аудитории. Лимара Джалилова на протяжении 15 лет в театре. Комедия она играет одну из главных героинь – скромную крымско-татарскую девушку Эльвиру. Я думаю, что зритель просто с легкостью посмотрит и вдохновится этим спектаклем, во-первых. Во-вторых, это мы показываем наш крымско-татарский язык, нашу крымско-татарскую культуру. Бызым адетлер, как говорится. Ой, Лёса, сана Эльвираны не керекли говорят. Наджия Якубова работает в Крымско-Татарском драматическом театре с 1990 года. За это время сыграла немало ролей. Среди них и драматические, и комедийные. А сегодня ей выпала возможность показать залу Алиме Худагы, то есть сваху. Женщину очень хитрую и меркантильную. Для актера всегда важна реакция зала. С каждым разом ее получать все сложнее и сложнее. Зритель всегда разный. Иногда там, где смеются, не смеются, а где не смеялись раньше, смеются. И наоборот, если вот плачут, то же самое. Так что зритель – это зритель, он непредсказуем. 2019 год назван годом театра в России. В связи с этим Крымско-Татарский театр готовит для зрителей огромное количество премьер. Также будет продолжена работа над спектаклями, которые были приостановлены из-за отсутствия некоторых актеров. Сюрпризами для зрителей станут моноспектакли и телеспектакль. Последний можно будет увидеть на нашем телеканале уже скоро. Мы хотим что-нибудь новенькое, новаторское, что-нибудь новое продвинуть и зрителя чем-нибудь еще удивить. Премьера музыкального комедийного спектакля «Баш Язысыны Кость Корер» будет проходить до 29 января. Посетить и зарядиться положительными эмоциями могут все зрители старше 12 лет. Поспешите, ведь театр – это место, где можно отдохнуть и отвлечься от забот. Эльмаз Аблакимова, Рамазан Аливапов, телеканал «Миллет». Общий уровень преступности 2018 года по сравнению с прошлым значительно снизился. Об этом сегодня сообщил Михаил Назаров на пресс-конференции по итогам работы ведомства. Он также рассказал об увеличении числа раскрытых правонарушений прошлых лет. Это уголовные дела тяжких и особо тяжких преступлений. Было принято 271 обращение коррупционной направленности. Из них 206 направлены в суд. Число преступлений в отношении несовершеннолетних также снизилось. Преступлений в отношении несовершеннолетних, педофильских составов. В принципе, такие преступления
сохранились, но их, по крайней мере, новых определенное снижение отмечаем. Хотя вот, в прошлом году мы 2 такие раскрыли преступления прошлых лет. Да, то есть, вот это была такая вот специфика республики. В силу того, что по украинскому законодательству такие действия не наказывались в уголовном порядке. Создавало атмосферу вседозволенности. Сейчас здесь мы выравниваемся. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с телеканалом Милет. Хорошего вечера.